بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. Сегодня, بإذن الله تعالى, затронем одно из знамений Аллаха, Джалля Джалялю. И поводом послужили последние события, природные явления. А это зильзаль, зальзаля. Когда сталкиваются плиты, и земля трясется. И это приносит страдания, людские потери, экономический кризис, убытки материальные и так далее. Как вы знаете, что я сторонник подходить к вопросам в корне. Я сторонник подхода разбирать с основы, подхода разборов с основы, сначала. Видя по каналам, по группам, по статусам, по новостям, реакцию людей, я опечалился еще больше, чем от самих этих природных явлений. Я больше разочарован, знаете, чего? От реакции людей на эти землетрясения, на эти природные катаклизмы. Это больше меня расстроило. Погибшие дети меня не сильно расстраивают, по той причине, что они в раю. И здесь даже я рад, альхамдулилля. Умершие дети, погибшие дети мусульман в раю. Беспокоиться нечего. Утрата печально, больно, конечно, скорбим, плачем. Но это временно. Поплакали и успокоимся. Однако ребенок в раю, иншаллах. И это самое главное. А переживать остается за оставшихся в живых, за нас с вами. Вы не найдете ни в одном СМИ упоминание, не услышите упоминание, ни турецкое СМИ, никакое не зарубежное, я даже не говорю о кафирских, ни арабские СМИ, чтобы они винили за это явление людей. Никто. А виноват в том, что произошло в Турции, в Сирии, и до этого было. Виноваты мы с вами. Меня просили сделать напоминание, поддержку. Просили рассказать об этих устрашающих явлениях, об этих смертоносных, сокрушительных процессах. А ведь не здесь же надо искать знамения. Не на этом отрезке нашей жизни нужно извлекать знамения, признаки. Нет. А это, как я сказал, в начале, в самом начале. Давайте вернемся назад, на самое начало. Давайте вернемся к Корану, к священному писанию, к слову Аллаха Джалля ва Аля. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Все, что не постигнет вас, только потому, что вы натворили, только потому, что уготовили ваши руки. وَهُوَ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Хотя он многое вам списывает. Смотрите, Аллах большинство
наших злодеяний нам списывает, прощает. Но вместе с этим он малую часть все-таки оставляет. И вот эта малая часть приносит разруху и горе, и несчастье, и проблемы. Потому что он большинство прощает. Говорит Джалла ва Аля: «Ма асабака мин хасанатин фамин Аллах». Какое бы благо тебя не постигло, то это потому, что Аллах тебе этого пожелал. Его милость. «Вама асабака мин саййатин фамин нафсик». А если какое-то несчастье постигает, то ты этому причина. Ты этому причина. Также Аллах Джалля ва Аля говорит: «Факалла ахазна бидамбихи». Но нет, мы взяли их за их грехи, за его грех. «Фаминхум ман арсальна алейхи хасиба». И были такие народы, которых мы погубили камнепадами, камнепадами. «Ваминхум ман ахадатхум сайхату». А были такие, которых мы погубили звуком, криком. «Ваминхум ман хасафна бихил арда». И были такие, которых мы погубили землетрясением. «Ваминхум ман агракна». И были такие, которых мы потопили. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. И не подобает Аллаху поступать несправедливо, но это они сами к себе поступили несправедливо. Люди виноваты в том, что происходит. Виноваты в этих катаклизмах, в этих явлениях. Это исключительно наша с вами заслуга. Наше с вами достижение – это гибель людей. Аллах Джалля ва Аля говорит также: «Куль, скажи, Мухаммад, хуа аль-кадиру аля ан яб'атха алейкум азабан мин фаукикум ау мин тахти арджуликум». Скажи, Аллах в состоянии отправить, ниспослать к вам наказание сверху и снизу. Сверху и снизу. Говорит Муджахид, сверху это все, что падает с неба, будь то молнии, там, камни. Снизу, говорит, хас, землетрясение. Но хас это именно поглощение, когда земля поглощает. Там не сказали именно зельзаль. Но хас это поглощение, а это тоже входит в понятие зельзаля. Имам Ахмад ибн Хамбаль передал хадис Абу Бакра Сиддика, ради Аллаху анху. Точнее, не хадис, а его хутбу. И он сказал: «Аюхан нас, о люди, إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله». Вы читаете этот аят и относите туда, куда не надо.
применяете аят там, где Аллах не применял. Какой аят? Я айюхалладина аману, о те, которые уверовали. Алейкум анфусакум, за собой следите, то есть за себя возьмитесь. Ла ядуррукум мен далля идha тадайтум, не навредит вам заблудший, если вы на правильном пути. И он сказал, и я слышал пророка, саллаллаху алейхи, который сказал: «Инна наса ида ра'аул мункар байнахум фалам юнкиру, юшаку айяуммахум Аллаху би'акаби». То очень скоро Аллах охватит их своим наказанием. Аль-акабу яумму. Что такое яумму? Акабун ам, акабун кадари. Есть акабун шар'и, есть акабун кадари. Акабун шар'и – это худудуллахи. Yani хаддун, та'зирун, хабсун, сиджнун и прочее. Нафьюн, хаджрун. То есть все, что приказано в шариате относительно конкретного человека, виды наказаний. За воровство, там, за прелюбодеяние, за клевету и так далее. Это когда страдает конкретный человек. А когда икабун кадари, это когда не списывается наказание на народ. И здесь уже Аллах не разбирает. Да, он, конечно, воскресит каждого по намерениям. Вспомните историю слона. Аиша, ради Аллаху анха, сказала: но ведь там же есть обычные люди, которые не при делах. Саллаллаху алейхи сказал: яхсифу би ауалихим ва ахирихим, thumma юб'аthун аля ниятихим. Аллах их всех уничтожит, а потом каждого воскресит согласно его намерению. Но, смотрите, от наказания дуня никто не спасся, если она будет амма. И говорит Абу Бакр Сиддик, ради Аллаху анху: если люди перестанут порицать порицаемое, удерживать от порицаемого, когда видят это порицаемое, то Аллах очень скоро их всех накажет. Я заранее предупреждаю, не нужно мои слова переворачивать. Йом аль-Кияма я спрошу с тех, кто мои слова переворачивает. Но я сейчас говорю о Турции. Вы были в Турции вообще? Не нужно говорить, что я сейчас наоборот добавляю соли на рану. Я не соль добавляю. Я вам добавляю аяты Корана, что причина этих несчастий мы с вами. В Турции разврат не порицается. Полураздетые женщины, курорты всякие, почти голые женщины загорают в Анталии. Все виды разврата, риба, я уже молчу про заблуждение, самое что худшее, заблуждение, ширкияты, тауляты всякие, ложь на Аллаха и его посланника, саллаллаху, бидааты. Что вы ожидали, что Аллах сделает от Аллаха? Что от него ожидать? А именно зильзаль. Вот то, что мы делаем, к нам и вернулось. Это при том, что Аллах многое простил. Нам списывает. Он даже не сказал яхфир, он сказал я афу. Полное списание вообще. Вы видели, чтобы официально на телевидении, чтобы порицали эти запретные вещи? Или в Мисре, неважно, не только Турция. Или там в России где-нибудь, в Дагестане где-нибудь. Не порицает мункар. Не одобряет мункар. Все условия делают для мункара. Порицают ахли сунна за их тавхид. Называют нас муджассима за наш тавхид. Порицают кутубу сунна за якобы таджсим. Воюют с ахли сунна валь джамаа.
Ибн Кайим говорит: ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلزال. Одно из пагубных влияний грехов на земле, а это то, что грехи – причина землетрясений на земле. Грехи – причина этого всего. Иногда эти явления бывают для устрашения. Для устрашения. Говорит Ибн Кайим: وقد يأذن الله سبحانه للأرض في بعض الأحيان بالتنفس فتحدث فيها الزلزال العظام. Иногда Аллах дает право земле подышать. Аллах дает земле возможность подышать немного. И случается землетрясение. فيحدث من ذلك لعباده الخوف والخشية والإنابة والإقلاع عن المعاصي والتضرع إلى الله سبحانه والندم. И посредством этого Аллах пробуждает в человеке страх к Нему, возвращение к Нему, отстранение от грехов, мольбы к Аллаху и сожаление о содеянном, о грехах, которые он делал всю жизнь. Аллах этими несчастьями хочет рабов своих обратно вернуть, мол, проснитесь, посмотрите, я могу вас легко уничтожить, вернитесь. Аллах говорит: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. И мы их непременно накажем, дадим им вкусить маленькое наказание перед большим наказанием, чтобы они вернулись. Вот это маленькое наказание, это все несчастья в дунья. Большое это в ахира. Аллах говорит: я им дам вкусить наказание в дунья, чтобы они вернулись. Аллах Джалля ва Аля, субханаллах, вы видите смерть людей в завалах, дети, это же страшные кадры. Но внимание, это милость Аллаха Джалля ва Аля. Какой-нибудь джахиль, у которого болезнь в сердце и в мозгах, мои слова странно воспримет. Как так? Как это? Это же горе, несчастье. Мискины, которые ни акиду не знают. Да, нам больно, потеряли это. Это несчастье лишь в 1/100 части, но во всем остальном 99 это только милость Аллаха. Потому что посредством этого Он избавляет нас от наказания в ахира. А наказание ахира, Аллах говорит: وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. А ведь наказание, говорит, в ахира хуже, более великое наказание, Аллах говорит. Более великое там, поэтому Он дает нам здесь малое вкусить, мизерное вкусить, чтобы там мы уже очистились. Ибн Кайим говорит, некоторые сальфы сказали, когда случалось землетрясение, это однажды было во время Умара, в Медине даже было, Умар ибн аль-Хаттаба, раддиаллаху анху. Все хадисы, где сказано, что это было в Медине при пророке, саллаллаху алейхи, это недостоверно. Ибн Абидун передают другие, все они слабые, даиф. Более или менее есть такой от Шахр ибн Хувейшиба, он тоже даиф, и в общем недостоверно. Но это было после него, после пророка, саллаллаху алейхи, это было в Медине, при Умаре. И говорит Ибн Кайим, сальфы говорили, когда случалась вот эта тряска земли, они говорили: «Инна раббакум ястатибукум». Ваш Господь сейчас призывает вас упрекать самих себя, имеет туда опомниться. Опомнитесь, говорит. Аллах, словно Господь нас этой тряской будет. Вставайте от джахилии, грехов, куфра, бидатов. Просыпайтесь.
Также Ибн Каим, ссылаясь на Ибн Аби Дунья, вот Анас ибн Малика, говорит, что мы зашли, Анас ибн Малик, радыяллаху анху, зашел с одной женщиной, с одним к Аише, радыяллаху анха. Они сказали: «Я уммаль му'минин, хаддифина ани зальзаля». О, мать правоверных, расскажи нам о зальзаля, зильзаль, землетрясение. Расскажи нам. Она сказала: «Ида стабаху зина, ида стабаху зина», когда посчитают зина дозволенным, «Вашарибуль хамра», будут пить спиртное, «Вадарабу биль маазиф», будут музыку слушать, инструменты, музыкальные инструменты. «Гар Аллаху азза ва джалля фи самаихи», и Аллах сревнует, или заревнует, в общем, проявит ревность в этот момент на своих небесах, «Факал лиль арды тазальзали бихим», и скажет земле: сотряси их сейчас. Тазальзали. Фаин табу ва назау, если они покаются и прекратят, наза, у нее есть много маани, есть вырывать, дергать, умирать, а наза, еще одно из его значений, это резко бросить, оставить, идраб называется, даже каф, аль-кафу валь-идрабу, яни наза, говорит: инза ан хада, яни адриб, кафа, таваккаф, маана такое. Не просто покаяться астагфируллах, и резко оставить. Ва илля хадамаха алейхим. Иначе же он уничтожит ее, в общем, их полностью поглотит. Теперь внимание. А'азабан лахум. Анас говорит, это будет им наказанием. Калат баля, да, конечно. И добавляет, и в том числе мау'изатан, и как уроком для них. И внимание, варахматан лиль му'минин, и милостью для верующих. Понимаете, милость, очищение. Ванакалян ва'адабан вассахата аля аль-кафирин, и возмездием, наказанием и гневом для куффар. Также сообщил Ахмад ибн Хамбаль, рахимахуллах, от Софии, сказала, что во время Умара ибн аль-Хаттаба, радыяллаху анху, случилось землетрясение. И он сказал: «О люди, ма хада, что это? Ма асра ма ахдатхтум, как же быстро вы привнесли в религию». То есть имеется в виду отклонение, грехи . Это, субханаллах, в то время. Ка'буль Ахбар, рахимахуллах, великий табиин, к которому даже обращался Умар ибн Хаттаб, он сказал: «Иннама зульзилатил арду иза умила фиха аль-мааси». Землетрясение бывает на земле именно когда делают грехи. Когда делают грехи. И тогда она начинает трясти.
Шейх Ибн Баз, рахмаллах, говорит: فالواجب عند الزلزال وغيرها من الآيات والكسوف والرياح الشديدة والفيضانات البدار بالتوبة إلى الله سبحانه. Обязательно, когда случается землетрясение, затмение, наводнение, ураганы, быстро вернуться к Аллаху с покаянием. وَالضَّرَاعَةِ إِلَيْهِ وَسُؤَالِهِ الْعَافِيَةِ, быть смиренным, вернуться к Нему с поклонением, с мольбами. وَالْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِهِ, часто поминать Аллаха, وَاسْتِغْفَارِهِ, у Него прощения просить. И, субханаллах, далиль какой здесь? Когда было затмение, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? فَإِذَا رَأَيْتُمُ ذَلِكَ, когда вы обнаружите это, застанете это, вот подобные явления. فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ. Он сказал глагол «ифза». «Фаза». Это прям вот скачить, вот как бы вскочил и прям как последний шанс, что ли, вернуться к поминанию Аллаха, вадуайхи, и к мольбам, вастигфарихи, и прощению. Как мы видим, все эти несчастья по нашим грехам. И вместо того, чтобы пролить свет на эту проблему, что мы беда, мы должны исправиться. Закройте эти нечестивые каналы. Закройте или уберите эти риба в банках. Прикажите женщинам одевать хиджабы в школах. Я даже не говорю никаба, хотя бы хиджабы. Гендерное обучение. Зачем это смещение полов и уединение? Надо проверить все гостиницы. Гинекологов всех хотят вообще именно мужчин уволить, открыть женские комплексы и центры. Ничего этого не делают. Общаются, делают зина, пьют спиртное, наркотические какие-то всякие вещества, убийства, обман, разврат, ширкияты, куфрияты, бидаты всякие, искажения. А что вы ожидали? Естественно, придет джундуллах. وَمَا يَعْلَمُ, Аллах говорит, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. И никто не знает войска Аллаха. То есть никто не ожидает, откуда оно придет, кроме него самого. Будь это комар, будь это молния, будь это ураган, будь это цунами, все это войска Аллаха. Никто из тех, кто об этом говорит, вам не скажет, что в этом мы виноваты, что это наши последствия наших грехов, что выход этой ситуации вернуться к Аллаху Джалля ва Аля. Все умалчивают о зина, которая так доступна сегодня. Настолько женское тело стало дешевым. Настолько оно стало дешевым. Субханаллах. Это как взять салфетку, просто в нее смокнуться и ее выбросить. Вот сегодня женское тело. Раньше войну объявляли за одну нашу мусульманку. Войско поднимали за честь одной сестры. А сейчас они толпами в корзину и в Инстаграм, и смотри, вот любая есть. Сами прыгают, ныряют толпами. Естественно, будет наказание, будет кризис, будут войны, ураганы всякие, будут болезни. Он заболел там, пацан, СПИДом. ВИЧ, СПИД это уже смерть. Последний, ВИЧ. ВИЧ подхватил этот. Мы там против ВИЧа, там такая ленточка есть. Мы вместе против. Так вы же зина дозволили. Вы зина дозволяете. Вы
выпускаете презервативы, чтобы все равно это сделать, но просто аккуратно, безопасностью. Вы же все условия сделали, чтобы болезнь... Те же врачи, безбожники проклятые, сами же врачи, я даже видел таких врачей, вроде бы такие известные, и они объясняют, надо предохраняться, аккуратно, чтобы резинку не порвалась. Будь если что вдруг, то есть такие шаги. Объясняют, что никто не говорит, но это же внебрачные связи, это зина, прелюбодеяние. Об этом ни слова абсолютно. Ни слова об этом. Гражданский брак, живут вместе. Они никто, это два конченых прелюбодея, понимаете, два зинатчика. Детей понарожали. Я даже только увидел такой репортаж, когда была мобилизация. Там обещали какие-то вознаграждения. И эти семьи пришли теперь ЗАГС оформлять. И у одной спрашивают, а у одной пары, а что ж так опоздали к ЗАГСам? Уже дети есть там, 5 детей, уже даже состарились уже. И только сейчас пришли ЗАГС ставить. А так после мы, говорит, никак, говорит, не решались. Никак не решались. Естественно, будут болезни. Будут техногенные катастрофы тоже. Будет нищета, будет разруха, будут болезни. Вирусные болезни, которых не знали ни мы, ни наши отцы, как пришло в хадисе. Испанский грипп пришел и также ушел. Неизвестно, откуда он вообще пришел. И также незаметно ушел, но погубил 500 миллионов жизней во всей Европе. 500 миллионов в целом. Это субханаллах, столько же, наверное, и чума погубила. А откуда он взялся, никто не знает. Пришел и ушел. Срубил и ушел. А мы знаем, что такое Европа. И заметьте, как же мало этого всего в странах, где есть тавхид, где есть ислам. Аллаху акбар. Там тоже есть, бывает эти, это будет всегда. Но сравнить частоту, это почти ничего. Почти ничего. Гляньте на Мекку, Медину. Арабские страны, Кувейт, где есть тавхид. Более или даже те исламские страны, хоть где и есть нечестие, но ислам все равно он на первом месте. Какой-никакой, но он есть. Даже там мало этого. Я говорю именно за такие громкие события, я имею в виду. И страдают невинные дети. Из-за нас с вами страдают беззащитные дети, которые сейчас под завалами. Зимой. Понимаете? Сирия, говорят, Палестина. Мне тоже жалко. И Палестину, и Сирию, и другие арабские страны. Йемен. Мне тоже очень жалко. Я с вами. Я за нашу умму. Но давайте по-другому посмотрим. Ну, по-другому. Давайте с другой траектории будем наблюдать. А что исповедовали веками этот народ? Я говорю, в большинстве своем. Ну что, разве не ширк, куфр, бидаты? Разве не с Аль-Сунна была вражда? Разве веками не они книги писали против Аль-Сунна валь-Джамаа? Все эти имамы ашаритские, разве не оттуда в основном? Разве не они исказили книгу Аллаха, джалля ва аля? Разве не они Аллаха опустошили от его атрибутов? Разве не они? Нету вины этого мальчика или этой сестры нашей. Вина на этих бид'ат, на этих мубтадиа, на их предках, которые это заложили. Шейх аль-Ислам пишет, что Аллах начал разрушать государство из-за одного бид'атчика, из-за одного имама бид'атчика. Аллах может государство даже лишить силы. Из-за одного бид'атчика. В Сирии это был центр ашаризма. Центр, что Ливан, что Шам. Там есть, конечно, имам ученый Аль-Сунна, это другой вопрос. Но я говорю,
Именно правление, хукумат я имею в виду. Именно вот довля сама. И из-за их бид'атов, суфийских ширкиятов, хурафиятов, страдают теперь невинные дети, наши сестры. Будь это в Сирии или в других местах. Поэтому единственный выход, единственное спасение — вернуться к Аллаху Джалля ва Аля с покаянием. Вот вам шанс, Аллах разбудил нас. Там плачут в Стамбуле. Да, кто-то потерял родителя, кто-то потерял дочку. Это, безусловно, горе. Но мало кто из них даже сейчас задумается, что а не стоит ли мне к Аллаху вернуться? А может, во мне проблема? Даже это в голову не приходит этим людям. Перед ним его дочка там раздавлена под этим грунтом, под завалами. Но ему даже в голову не придет, что сейчас, значит, я должен прийти к Аллаху, и это мне мое испытание, это мне наказание. Я должен к Аллаху за то, что я пил спиртное, делал зина, там, брал риба, кредит, курил, пил там, риба делал. Сейчас время покаяться, и это будет для меня уроком. Никто из них, конечно, кроме тех, кого Аллах помиловал. Илля ман рахма раббук. Потому что это уже было в Турции. Это было в Японии. Но никто из них не проснулся, не опомнился. Был же в 99 году было. Потом там еще в 20 году еще было. Такая же была серьезная. Но люди не просыпаются ведь. Не просыпаются люди. Когда салифу салих в грех попадали, они говорили, что я жду наказания за этот грех. Со мной будет что-то. Они уже ожидали, что будет что-то. Потому что если не будет что-то, значит Аллах ему блага не желает, и Аллах хочет его наказать еще хуже йом аль-кияма. Это было еще хуже для них. Поэтому они ждали какой-то адаб. Какой-то адаб они ждали. Ибн Сирин сказал, когда он потерял свое состояние, он занимался маслами. Из-за одной тухлой мышки он потерял свое состояние, в долги залез, его посадили в тюрьму за это. Он сказал, это за мой грех, который я сделал 40 лет назад. Вы только в это вдумайтесь. Он вспомнил про это. Вот мне за мой вот тот грех. И то он ни при чем, просто мышка попала в одну. И он подумал, что она была везде, в каждой банке. И он взял все это, вылил. Боясь Аллаха, субханаллах. А мы делаем зина, риба, смотрим грязные вещи, играем плохие. Мы делаем все грехи на свете, и при этом ездим на машине и на марке, живем хорошо. Вам не кажется, что, быть может, мы даже не мусульмане вообще? Если ранних за мелкую вещь Аллах наказывал сразу же, в дуне наказывал. Прям в дуне наказывал сразу. Адама не изверг с рая на всю его жизнь. Из-за одной ошибки. И то, из-за того, что его обманули. Потому что Иблис сказал «Валлах», и он подумал, что невозможно делать грех под именем Аллаха. Но оказалось возможно. Иблис такой он мерзкий. Был с рая, с женой, не свергнут. Сразу приходило наказание. И также салифу салих. Говорил Макхуль, меня Аллах лишил выставления ночей на год за то, что я одного обвинил по казухе. Он сказал, я год не мог встать на тахаджуд. Наказание было мне от Аллаха. При том, что это великий табиин, Макхуль. Ибн аль-Аджда, по-моему, или другой Макхуль, их два есть. Какой-то из них, в общем. Или еще один из них. А у нас каждый день грех. Грех, и заметьте, нету наказания. Как-то наоборот, деньги идут. Бизнес. Как это объяснить? Вот как вы думаете, как это можно объяснить? А я вам скажу, это как можно объяснить. Когда Аллах не желает блага человеку, Он делает все, чтобы он жил хорошо и в грехах. И Аллах говорит,
санастадриджухум мин хайθу ля я'лямун. И мы дадим им все эти богатства, мы их ослепим этим, будем постепенно вести к тому, чтобы они никогда не покаялись, давая им блага, внушая, что он на правильном пути, и даже раб не будет подозревать, что это макруллах, что это козни Аллаха. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Санастадриджухум мин хайθу ля я'лямун. Мы их будем подводить так, что они даже не будут понимать. Они даже понимать не будут, что в тафсире этого аята ученые говорят, мы им дадим блага, здоровье, деньги, но чтобы они сбились. А теперь задумайтесь. Я сейчас не говорю, что обязательно должно быть наказание. Если ты муслим, соблюдаешь, то ты должен жить в унижении. Нет, я не об этом. Я о том, что невозможно жить хорошо и в грехах. Вот я о чем. Можно жить хорошо, в благоденствии, но чтобы ты был абидом, алимом, учился, преподавал, давал... Я немножко простыл, братья, извиняюсь. Чтобы ты поклонялся Аллаху, постился, давал садака, закат уплачивал, хадж делал, пост держал. При этом, конечно, можно ожидать, что Аллах тебе даст богатство. Не то, что можно ожидать, даже нужно ожидать. Он сам сказал, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Кто будет бояться Аллаха, он укажет на выход и даст риск ему. Откуда он даже не ожидал. Даст ему этот риск. То есть, значит, можно это ожидать. Но если он, грешник, фасик, намазы утренние просыпает, намазы вовремя не делает, на женщин смотрит, грязные фильмы смотрит, игры играет, гиба делает, там, тут бывает, и у него все хорошо, значит, Аллах говорит, санастадриджухум мин хайθу ля я'лямун. Или говорит, лияздаду исма, чтобы они еще больше грехи набрали. Валя хауля валя куввата илля билля. Но если пришло наказание, то уже хайр. Значит, Аллах тебя в заблуждение не вводит, а Он тебя наказал сразу. Субханаллах, вроде бы горе же. Вроде бы это же внешне, это же несчастье, но это Аллаха милость. Он словно тебе говорит так, что, о, раб мой, я тебя не хочу сбить, я вижу в тебе благо, поэтому я тебя заранее очищаю, чтобы при встрече ты был чистым. А кто это понимает? Только Ахли Сунна. Это понимает ихва, только Ахли Сунна. Ты, брат, Ахли Сунна. Ты, брат, не мухтазилит, ты не джахмит, ты не шиит, не ашарит, ты даже не Абдуль-Халим. Так благодаря Аллаху Джалля ва Аля, тот факт, что ты сюда пришел, и мы с тобой, альхамдулилля, на акида Ахли Сунна валь Джамаа, на акида Ибн Хамбаля, Шафи'и, Малика, ты просто обязан уже служить этой религии, делать джихад фи сабилилля. Хотя бы самим собой, брат, потупляй свои взоры, береги свою честь, брат, честь своей жены, брат. Не выставляй свою жену, брат, на соцсетях. Береги тело своей жены, брат. Не можешь, отпусти, брат, ее. Ее возьмет тот, кто, иншаллах, будет ее беречь. Не ты, так другой. Вот где вся беда, все несчастье. В этом все несчастье. Отправили гуманитарную помощь. Маша Аллах, там сборы идут. Это хорошо, сборы, ладно, я за, помогите, конечно же, спасайте. Но почему вы не говорите о причине этом? Это последствия. Мы с вами убийцы, это мы с вами убийцы, мы с вами террористы. Это мы сделали, вот это несчастье, это из-за нас с вами.
Нас миллиарды, и все они грешат. И итог – дети под завалами. Понимаете? Когда был, саллаллаху алейхи вассалям, не было никакого трясения. Как только он ушел, люди стали делать грехи, и первые толчки были Медин. И Омар говорит, как же быстро вы сбились. Аиша, радияллаху анха, она рассказала. Истабаху. Что такое истибаха? Это не ибаха. Это не то, чтобы говорить зина халяль. Нет. Имеется в виду, даже запрета в этом не видят. Делают, как будто это пить воду. И сегодня пьют или не пьют? Да субханаллах, вон, на улицах, ну здесь благо, что нету. Даже здесь уже, братья говорят, уже даже здесь открыли пивную лавку. Я в шоке был. Да, даже здесь уже открыли пивную лавку. Понимаете себе? Где был запрет вообще спиртного на уровне хукума. На Араунус там открыли, говорят. Я это не видел. Но брат, который видел, он мне сказал. И выйди на улицу сюда. Я даже сейчас не хочу говорить за вашего линка, валь-аяду билля. Вот у нас здесь выйдет, вот просто сейчас пойти в больницу. Просто пойти в больницу, например, посмотреть, сдать. Вот я хочу пойти сейчас в больницу, сдать анализ крови. На D3, на B, там, на, в общем, ну, вот на ферротинин, ну, на, то есть, общий анализ крови. Я не могу спокойно пойти в эту вот клинику. Вот не могу я спокойно пойти, потому что женский, я должен на нее посмотреть, на ее тело, на ее, там, воздержусь от этого слова, в общем, вот, потому что так они одеты. Хотя они одеты вроде бы, но все обтягивающее, и джинсы, молодые, голодные женщины. Так в России, субханаллах, там вообще голые женщины. Там голые женщины, реально. А берешь что-то из аптеки, зайдешь в ночную аптеку дежурную, она почти будет голая, только в одном халате. Это было уже, это я говорю еще за свое время, когда я был там. И что вы ожидаете от такого народа? Конечно, будет кризис, будет болезнь, будут несчастья, будут катастрофы, будут аварии, будут морозы, все будет. Все будет. Поэтому, братья мои и сестры, насиха себе и вам. Давайте с этого дня. Не нужно ждать, пока к вам этот камень на голову не пойдет, пока вас там не раздавило этой плитой. Сейчас верните Аллаху Джалля ва Аля. Оставьте все запретное. Давайте оставим эти игры. Давайте оставим ненужные фильмы. Вот сейчас, давайте оставим общение плохое, харамное. Вот сейчас давайте каяться. Оставим UFC, давайте оставим ММА. Давайте не будем этих смотрите, дегенератов. Вот сегодня давайте оставим. Давайте будем делать намаз вовремя. Давайте отношения восстановим с родственниками, с мамой, с отцом. С женами давайте будем ладить. Я имею в виду, хак свой выполнять. А вдруг ты ее ущемил в одежде, не знаю, там, в лечении, может быть, в дом, например. Да, ну, вот именно твои главные, не эти тонкости, а именно вот главные ваджибаты. А может, ты, брат, долг кому-то не отдал, брат. А может, ты долг тянешь, брат. Просто сейчас, вот сейчас, сестра, вернись к Аллаху Джалля ва Аля. Прошу Аллаха, чтобы Он сделал мои слова искренними, чтобы эти слова были соответствующими моим делам, чтобы я говорил то, что делаю, и делал то, что говорил. Аллахумма инна на'удhu бика ан нушрика бика ва нахну на'лам ва настагфирука лимма ла на'лам. Аллахумма инна нас'алука al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Амин я раббаль аламин. Чтобы не пропустить новые